нравится в городе. А мы перегревы. Свободная роза. Я немножко перенастрою. Давайте гитару в линию, да? Сейчас мы сыграем вам песню под названием «Дурдом». Она несколько шуточная, но порой окружающая действительность как раз таки порождает такие песни. Сосед спросит первый, собрался на чердак и был пьяный, весел, радовался как. Повесил он на крыше черный флаг. Сойти с ума легко совсем, когда вокруг команды плен. Но комната из мягких стен нас не избавит от проблем. Дома все поют, и не беда, что не в помадном хоре мы живем. Мы бегаем по лужам и скачем без штанов, разгоняя злобу на коров. Сойти с ума легко совсем, когда вокруг обманный плен. Но комната из мягких стен нас не избавит от проблем. Нормальный среди нас, мы все ему покажем набор светлых фраз. Он будет жить изгой, на паперти стоять, ума ему потом выпадать. Сойти с ума легко совсем, когда вокруг обманный плен. Но комната из мягких стен нас не избавит от проблем. Сойти с ума легко совсем, когда вокруг обманный плен. Комната из мягких стен нас не избавит от проблем. Сегодня мы исполняем почти новую песню. Мало кто слышал.
голову кружила мысли стремительно, въелась тоска своей ржавчиной старой, и не найти во всех путеводителях эту идею, ее очень странную. Нет, ну не то, чтобы было в той дикости, может, такое случалось в истории. Шинов своих захотелось ей выпустить и улететь по другой траектории. Голой ходила, как песни Васильева, и не повесилась бы перед сессией. Раньше наивно была полна силами, но деканатство учиться в профессии, как бы забить, да и плыть по течению. Но эти волны становятся источником. Что ж, напишите тогда заявление. Слышалось ей от всех уполномоченных, мира здесь нет, лишь остались последние, кто не в системе с координатами, только немного в другом измерении, там, где не ходят на площадь с плакатами, вроде живые вокруг, а все кажется, что никого не осталось в реальности. Ждут, когда кто-нибудь следующий вмажется в стену, несущую лишь неприятности. Поднимись и давай, давай, в снежной грязи рук своих не замотай, не спеши, подожди, пока держу просто пистолетом, только не упускай, поднимись. Только не упускай. Можно нам чуть-чуть скрипочку добавить? Ну что ж, всем спасибо за внимание. Еще раз всех с праздником. Сейчас мы сыграем заключительную сегодня песню под названием «Глория». Ваши аплодисменты. Я
все мысли о ней. Есть вопрос, адресованный именно тебе. Моя звонилка не до конца поняла этот вопрос, но первая часть его звучит следующим образом. Чем мотивировать себя или каким образом находить вот этот творческий стержень перед тем, как выходить на сцену, потому что абсолютно очевидно, что мы идем в музыку, ну, в России точно не для денег. Какие еще мотивы помимо, жажды творчества и созидания? Мне кажется, это все как-то стихийно происходит. Должно быть желание. Без этого ничего не происходит. Я вот в какой-то момент целенаправленно отказался от многих дел в пользу музыки. То есть у меня там была аспирантура, я учился в аспирантуре. То есть ты бросил науку ради... Да. Вот. А все правильно. Не знаю, это должно как вас, кого-то там изнутри двигать вперед. Мне кажется, в любой профессии, в любой сфере. Но бывает вот моменты отчаяния, допустим, когда на концерт пришло там 10 человек, или пришло 50, но они не аплодируют, и хочется все бросить, потому что у меня бывает. Артист должен, вот я еще с нашими театралами пересекался одно время, я занимался, со студентами, в общем, с режиссером. Артист должен, несмотря ни на что, даже если там никого в зале нет или один человек, отработать так,
никого не волнует. Золотые слова. Иван Нестерецкий на йогу. Спасибо тебе. Мы практически последний у нас диалог или прилог уже, как вы захотите, наверное, состоится сейчас. Прежде несколько, наверное, еще вопросов, которые пришли. Если у вас песни и стихи классиков, Месье Целинский нам продемонстрировал и Блока, и Фета. И я убежден, что работы как российских, вернее, русских, простите, классиков, так и зарубежных будут находить отражение в текстах во все времена, потому что это круто. Кто-нибудь сыграет проигрыш из отеля «Калифорния». Проигрыш не очень сложный, но если бы чуть раньше этот вопрос поступил, когда господин Целинский был на сцене, это было бы гораздо проще. Но я думаю, что если вдруг Национальная библиотека... Не надо звать, он все равно второй раз не выйдет. Выйдешь, да? А ты помнишь, да, это? Да, у нас очень мало времени. Ну я просто не ожидал, но я же говорил, он крутой. Вячеслав Целинский, я... А вот теперь он не уйдет просто. Давайте воздадим должное, все-таки мы собрались сегодня по такому великому поводу. Рок-н-ролл! Рок-н-ролл! Много все вместе! Эй! Эй! Давайте еще раз, запустим. Заболтался. Try
Кстати, Вячеслав, может, ты знаешь, пришел вопрос, Борис Николиченко, где сейчас живет и работает? Боря живет в Донецке, пишет музыку. Есть вариант с ним связаться, то есть есть телефон. Да, кто написал вопрос, вы знаете, кому подойти. Еще раз, Вячеслав Целинский, спасибо большое, Вячеслав. Спасибо большое, очень приятно. Вообще, знаете, я сейчас работаю, служу, вернее, старшим сержантом в оркестре, в военном оркестре Российской гвардии. Очень этому рад. Рок-н-ролл мне дал путевку в жизнь. Вот так вот. Если что, ориентируйтесь, нам нужны музыканты, молодые. Мы играем хорошую музыку. И рок-н-ролл, и Ричи Блэкмора, и Ди Папл. Задули новые ветра, и в армии тоже. Спасибо. Спасибо большое, Вячеслав. Вячеслав Целинский, категорически, катастрофически нам управляется время, фактически оно закончилось. Я хотел всего лишь сказать, что для вас было приятно очень работать, даже я бы назвал работой. Здесь приятно находиться и видеть умные глаза. Большая редкость. Я работаю на телевидении, я знаю толк в глазах. Поверьте мне. Поэтому я очень надеюсь, что Национальная библиотека, а ей отдельное спасибо за то, что держит нас в тонусе, будет проводить такие мероприятия, и я с радостью сюда вновь приду и увижу вас здесь. С праздником, дорогие друзья, и хорошего вам вечера.